Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием, по данным Роспотребнадзора республики, выявленных 123 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых большинство случаев, 70 случаев, приходится на районы нашей республики. В столице республики фиксируется 53 случая. Необходимо обратить внимание, что большим количеством случаев отмечается Мегино-Кангаласский район и Мирнинский район. В Мегино-Кангаласском районе отмечается 16 случаев. Часть случаев представляет собой в том числе и случаи, вызванные празднованием новогодних праздников и, соответственно, большим семейным праздником, к сожалению, который не обошелся без практически полного вирусоносительства и, соответственно, заболевания в семье. Большое количество случаев, 12, фиксируется в Мирнинском районе. К сожалению, вновь появились случаи в отдаленном таком районе, как Жиганский район. И фиксируются случаи, по 8 и 6 случаев фиксируются в Алданском и Нерингринском районе. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 4 районах республики. За сутки проведено исследование 1463 на новую коронавирусную инфекцию. Оперативным штабом республики принято решение вновь об увеличении количества тестирования граждан для того, чтобы сегодня непосредственно как можно больше граждан у нас попало прежде всего в массу возможностей, в том числе излечения заболевания, если вдруг оно выявляется. С этой недели увеличено количество лиц, которые подлежат вакцинации от коронавирусной инфекции, категории лиц на территории Республики Саха-Якутия. Поступившая в город Якутск вакцина сегодня у нас использована в полном объеме. Вчера поступила новая партия ТУС-вакцины 2200, которая также будет распределена по городу. К концу недели мы ждем дополнительное поступление вакцины порядка 22 тысяч доз на территории республики. И, соответственно, вакцину в том числе получат и наши промышленные районы, Мирнинский, Алданский, Нерингринский. И, соответственно, сегодня ставим задачу, так как у нас на настоящий момент из действующей партии всего использовано 55%, а все они использованы в городе Якутске для того, чтобы наши сельские районы в том числе усилили в этом направлении непосредственно вакцинацию. Поэтому я призываю граждан республики через поликлиники по месту жительства, которые относятся к категориям медицинских работников, учителей, работников правоохранительных органов, работников, работающих непосредственно с населением, прийти на вакцинацию для того, чтобы непосредственно ее пройти в поликлиниках по месту жительства. Вакцина, которая пришла сегодня по линии Министерства здравоохранения Российской Федерации, является вакциной российского производства под наименованием «Спутник-5». Основными противопоказаниями к вакцине сегодня медики определяют и перед самой вакцинацией, соответственно, проводит беседу соответствующую. Медицинский работник является прежде всего противопоказания, связанные с беременностью и с кормящими мамами. И есть ряд противопоказаний, которые связаны с заболеваниями аллергического характера. Медицинский работник перед вакцинацией выясняет все эти обстоятельства, только после этого допускает гражданина на вакцинирование. Вакцинирование, в отличие от вакцин, которые от вакцинирования, которое проходило ранее на территории республики, оно осуществляться будет, оно более является трудоемким и, соответственно, занимает больше времени, поэтому делается все для того, чтобы схема была четко, чтобы не было никаких очередей при вакцинировании. Поэтому при записи большая просьба приходить строго по времени, которое определяется у вас непосредственно именно в записи как таковой. Вакцинирование
вакцинировать на предприятиях с выездом сегодня наши медицинские организации готовы только в том случае, когда будет подана большая коллективная заявка и работодатель сможет обеспечивать холодовые условия хранения вакцины. Вакцина ставится 2 раза, значит, в 2 дозы с разницей 21 день. Соответствующее разъяснение Министерство здравоохранения разместит у себя на сайте, и, соответственно, значит, будут они доступны для всех граждан, в связи с чем, значит, я также призываю, безусловно, сохранять свое здоровье, и в том числе для того, чтобы не распространять инфекцию дальше и не подвергаться ее заболеваниям, соответственно, значит, пройти вакцинацию в наших поликлиниках Республики Саха-Якутия. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Преподаватели и учащиеся, прибывшие из-за пределов Якутии, должны сдать тест на COVID-19. Коммунальщики Ленска продолжают расчищать город от снежных завалов, но жители все еще недовольны работой служб. В детском садике «Звездочка» в Алекминске начали еще одну хорошую традицию. Там организовали музей старой елочной игрушки. Россияне с этого года будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно, даже при повышении нагрузки на лечебные учреждения из-за COVID-19. Это следует из новых правил госгарантии, которые вступили в силу сегодня. В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Ранее мероприятия авансировались из фонда обязательного медстрахования в размере не более 50%. Теперь они получают платежи до 100% вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Новое – это хорошо забытое старое. По всей стране с этого года заработают вытрезвители. Напомним, их работа прекратилась в 2011 году, и в конце прошлого года президент страны подписал закон об их восстановлении. Теперь субъекты могут создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудники полиции будут доставлять туда пьяных граждан. Столица Якутии сегодня реабилитацией граждан с алкогольной зависимостью и алкогольным отравлением занимается Якутский республиканский наркологический диспансер. Именно благодаря их работе после закрытия вытрезвителей граждане с алкогольной зависимостью получали и получают всю необходимую медицинскую помощь. Сегодня, по словам заведующего учреждения, открытие новых вытрезвителей поможет их работе, ведь ежегодно через их центр проходят более 1500 человек. По статистике, за прошлый год к нам, через нас прошло 1200 человек. 1200 человек, и, значит, процентов 20 из них только лишь нуждались в специализированной врачебной помощи. Да? Вы знаете, на сегодняшний день основной процент – это мужчины. Мужчины средних лет, трудоспособная часть населения. Реже поступают женщины. Если посмотреть возраст пациентов, это где-то от 30 до 50 лет. Новый британский штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного, добрался до России. Одновременно с этим в Китае зафиксирован рекордный с конца июня дневной прирост новых случаев заболевания COVID-19, рассказывает Артем Сторонов. Окончание новогодних каникул для жителей России ознаменовалось новостью о том, что на территории страны зафиксирован первый случай заражения новым, гораздо более контагиозным штаммом коронавируса, распространившимся в Великобритании в конце 2020 года. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, диагноз был установлен еще в декабре. Заболевшим оказался вернувшийся из Великобритании россиянин. Скольким людям он мог передать новый штамм, пока неизвестно.
Меж тем, создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» в понедельник отчитались о том, что всего прививки сделали уже свыше 1,5 миллиона человек. 2 днями ранее они сообщали, что препарат получили более 1 миллиона россиян. Прохожие на улицах Москвы говорят, что страха перед вирусом не испытывают и праздники провели как обычно. Конечно, повлиял, но не так сильно, как у других. То есть я каждый день хожу на работу, я хожу и в гости, я хожу и в общепит, и тусуюсь. То есть я не могу сказать, что у меня жизнь закончилась. Вот. И меня уже не пугают какие-то новые информации про ковид. Я надеюсь, что я в ближайшее время сделаю прививку, там уже, если не Pfizer'ом, то спутником, вот, и все это закончится. Я уже болел коронавирусом. Я не думаю, что второй раз я заражусь сейчас, и на мои праздники это тоже никак не повлияло. Я провел их достаточно весело и хорошо. Минуло, слава богу. Мы не заразились. Поэтому нормально все будет. Позитивно, самое главное, позитивно мыслить. Между тем, Китай в понедельник сообщил, что в стране наблюдается самый большой дневной прирост новых случаев заражения за более чем 5 месяцев. 10 января было зарегистрировано 103 заболевших. Однако власти опасаются, что это может стать началом новой волны пандемии и активно пытаются сдерживать распространение инфекции. 18 новых случаев были завезены из-за границы, остальные 85 местные. Из них 83 человека заболели в провинции Хэбэй, окружающей Пекин. Также на карантин закрыт один из округов провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Преподаватели, обучающиеся, прибывшие из-за пределов Якутии, должны сдать тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки региона. Также рекомендуется соблюдать режим изоляции по месту пребывания до получения результатов лабораторного исследования. Отмечается, что в учреждениях общего образования усилят санитарно-эпидемические мероприятия по коронавирусу. В целях профилактики коронавирусной инфекции в заведениях должны провести полную уборку помещений перед началом учебного процесса после новогодних выходных. Более половины российских учителей обеспечат персональными техническими устройствами. Это может быть ноутбук или планшет, размер и вес которого позволяет учителям пользоваться им как в образовательной организации, так и за ее пределами. Министерство цифрового развития совместно с Министерством просвещения России в рамках разработки стандарта «Цифровая школа» предложили обеспечить не менее 60% учителей персональными компьютерами. Таким образом, им будет обеспечен доступ к используемым в школах сервисам для работы с цифровым образовательным контентом. Это электронные журналы, расписание и отчетности, учет освоения дополнительных образовательных программ. Грузоподъемность 2 автозимников увеличили в Кангаладском районе Якутии. Такова информация пресс-службы районной администрации. Маршрут Махсагалок-Качекадзе открыт для транспорта весом до 20 тонн. Автозимник, ведущий из Покровска в Жимкон, открыт для машин до 30 тонн. Для обеспечения безопасности движения и сохранности ледовых переправ водителям рекомендуют не превышать допустимую грузоподъемность. Коммунальные службы Ленска продолжают расчищать город от снежных завалов. В праздники обильные осадки привели к затруднению движения. Жители недовольны работой служб, а коммунальщики говорят, что с таким количеством снега справиться в короткие сроки невозможно. Дорожные службы Ленска работают сутками напролет уже в течение месяца. Снежный циклон с порывами ветра буквально замел город. В этом году, конечно, пурга нам дала прикурить, все надеялись, что будут поменьше, проходили, дорогу проходишь, назад возвращайся, ее надо же чистить, назад, да. На Хапчегайке улица студенная, там вот за металлом, я говорю, 2 трактора пробивали, наверное, 8 раз проходили, туда-назад. И на второй день снова пришлось ее, прочищать. Частный сектор тоже попроходили, чтобы проезды были, ездили и 2 раза, и 3 раза в день. До разведчика чуть ли не каждый день мы туда ходим. Такого снегопада, признаются дорожники, не видели давно. Месяц предприятия работают на собственном энтузиазме, бесплатно, так как контракт закончился еще в начале декабря прошлого года. Нельзя не заметить, что город чист, но ленчане всегда чем-то недовольны. У нас претензии к тому, что по очистке улицы. Но насколько мы знаем, наша администрация даже не заключила договор на очистку этих улиц. А вот и как там теперь посмотрите, как там этот снег очищать? У нас прошли, просто пробили эту дорогу. А у нас же во дворах тоже после этих метелей наметают все. И чтобы это все вывести, куда нам вывести, если такие у нас стоят эти бровки?
Грейдера прошли, они что, нам нагребли опять? То, что на кому очищали около ворот. Они нагребли там и все. По словам механика дорожной службы, улицы микрорайона сильно захламлены. Технике в таких условиях работать сложно. Запустили тяжелую технику для прочистки дороги. Отвал у техники 4 метра. Улицы тютелька в тютельку. Но вы представьте, такую технику загнать в такой проулок. И то водители вычистили так, там обваловка, буквально сантиметров 10 возле дворов лежит. Проезды мы везде обеспечили, подъезды под водовозки и так далее. Я понимаю, что там большое очень количество снега, но мы не обязаны с прилегающих улиц вывозить снег. Микрорайон Алроса тоже оказался в плену снега. Пока не завалил, сами можете видеть, подъезды абсолютно не очищены. Помойки не могут убрать только из-за того, что сюда не может даже мусорная машина заехать. Очистка только нулевая. Вот центральные улицы и все. За чистку центральной улицы как раз и отвечают дорожные службы. А вот обеспечить жителям подъезд к домам должна управляющая компания. Но там нам ответили, что работа уже была проведена в декабре. Чистить так часто и средств не хватит. Надо сказать, что сегодняшние подрядные организации, которые занимаются чисткой дорог, лучшие за все время. Дороги, автобусные остановки, парковки всегда чисты. На улице частного сектора техника заходит постоянно. Но, несмотря на это, жители почему-то недовольны. А может, просто забыли, как выглядят дороги, когда их обслуживали другие предприятия. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В лаборатории Саха-Агроплем запустили новый прибор для ДНК-исследований сельскохозяйственных животных. Иммуногенетический анализатор определяет достоверность происхождения, наследственную заболеваемость и аномалии у животных с точностью 99,9%. За год в научной лаборатории могут провести более 2500 ДНК-исследований. Данные заносятся в специальную программу. Конечным результатом является эффективность племенных работ, получение более качественной сельхозпродукции и повышение производительности мясо-молочных товаров. Ранее мы проводили, например, достоверность происхождения лошадей по полиморфизму белков. Это очень кропотливая и трудная работа. Затрачивается, допустим, 76 проб, на это уходит 2 суток. Здесь же 96 проб за 30 минут. Выполняется это на ДНК. Можно выделить из любого биологического материала, будь это кровь, кожа, волосы. Алроса добыла на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате крупный алмаз, похожий на фрагмент метеорита. Об этом сообщается на инстаграм-странице компании. 109-каратная находка напоминает фрагмент челябинского метеорита, обнаруженного 15 февраля 2013 года. В составе тогда был обнаружен оливин, нередкое для алмаза включение. Якутский же алмаз был добыт в первый день 2021 года на трубке Нюрбинская. Нюрбинский горно-обогатительный комбинат – один из самых молодых предприятий Алроса. ГОК был создан в 2000 году для освоения месторождений Накинского рудного поля. В детском садике «Звездочка» в Алекминске начали еще одну хорошую традицию. Там организовали музей старой елочной игрушки. Начало положили сами воспитатели, а дети и родители подхватили инициативу, рассказывает Елена Фаст. Добрые старые елочные украшения. Наверняка у многих родятся они в коробках, а в канун праздников их достают, показывают детям. Все началось с Деда Мороза, с этого, да, то есть он очень старый, ему столько же лет, сколько мне. Достался мне от бабушки, и случайно где-то там в коробках, в сарае обнаружила этого Деда Мороза, посмотрела 79-го года. В детском садике «Звездочка» решили, а почему бы не поделиться историей с ребятишками? Дома лежало очень много старинных новогодних игрушек, и я решила организовать выставку. Дети поддержали с родителями меня, принесли очень много тоже старинных игрушек. Каждая из них когда-то украшала зеленую красавицу и помнит множество забавных историй и проделок еще пап и мам этих малышей. Мы пошли в кладовку, и мы увидели какую-то коробку и заглянули, и увидели какую-то необычную игрушку на прищепке. И я сразу понял, какая-то она необычная. А мама сказала, что эта игрушка очень старинная. Стеклянного буденовца со звездой, белочку и домик. Их нам дала бабушка. Папа сказал, что он ими украшал елку.
когда был еще совсем маленький. И пусть где-то краска немного сошла, вечная прелесть в небольшом украшении, как у символа всеми любимых праздников. Но она такая старенькая, что у нее на боку еще раз краска. Но все равно мы ее любим, потому что она помнит о всех старых праздниках. Все чаще на смену им приходят яркие шары, красочные банты из безопасных и нехрупких материалов. Но прелесть стеклянной игрушки не тускнеет, несмотря на года. Это старая игрушка, ей особенный подсчет. Пожива она старушка, пышнищей готовый год. Словно дым от паровоза, у игрушки же длина. Даже Дедушку Мороза снова маленьким она. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.